Дорогие зрители и читатели, сегодня мы начинаем новую рубрику «Книжный четверг», в котором будем рассказывать вам о книжных новинках магазина исторического парка. И мы представляем сегодня книгу Сергея Обручева «В неведомых горах Якутии». Когда устанавливалась эта стела, эксперты дружно решили занести и увековечить на арт-объекте фамилию Обручева, которую вы наверняка знаете из романа и фильма «Земля Санникова», который создал его отец, знаменитый геолог и путешественник Владимир Обручев. Сергей Обручев был геологом, который впервые побывал в тех местах, где до него не бывал ни один путешественник. В горах за Индигиркой открыл хребет, который назвали именем Черского, и установил золотоносность тех районов. Но почему эту книгу стоит прочесть? Если вы читали в молодости и любите Джека Лондона, то это Джек Лондон наш, российский. Его приключения не выдуманы, не уступают по напряжению приключениям Смока, Белью и Малыша, только в отличие от тех, где действие происходит в Америке, действие происходит на северо-востоке Якутии. И очень интересно читать настоящие приключения и встречать названия, знакомые нам с детства: Аймикон, Нера, Эльги, Тарын-Юрях, читать описание быта, нравов, тунгусов, эвенков, якутов, каким был Якутск в 1926 году. В магазине исторического парка находится эта редкая книга. Она впервые вышла в 1926 году, сейчас является библиографической редкостью. Почти 100 лет эта книга полностью не переиздавалась. И, наконец, буквально год назад эта книга вышла второй раз. Причем, в отличие от первого издания, она дополнена фотографиями из семейного архива семьи Обручевых, из архива Академии наук. И фотографиями сделана на тех же местах уже современными путешественниками и фотографами. Если вы хотите узнать, как было сделано последнее крупное географическое открытие 20 века, как впервые нашли платину и золото в горах Колымы, и как экспедиция все-таки вернулась в Якутск, вам стоит открыть эту книгу. Это книга, которая скоро превратится в библиографическую редкость, пока еще есть в магазине, и осталось всего 8 экземпляров.